Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас на песке. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. На что он готов ради вас? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, загадайте на любимого человека, либо на того, кто вам нравится, кто интересен. Представьте этого человека мысленно, либо вслух. Задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, на что ты готов ради меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Ух ты, забыла про свечку. Надеюсь, вы настроились. Давайте будем смотреть, на что человек готов ради вас. Так, ну тут вы прям в центре вышли, в красивом платье, в красивой одежде. Угу. Знаете, человек готов на многое и даже больше. Прям сразу вам скажу, да, самый главный аспект. Это человек ради вас готов пожертвовать собой, своей жизнью и своим будущим. То есть эта любовь, она всепоглощающая. Эта любовь, она... словно такой, знаете, вирус, да, который полностью затмевает его сознание и разум. В день просмотра этого видео, его состояние, ради вас он готов на все. Скажете что-нибудь сделать, он сделает. Откажете, он себя лишит возможности видеть этот белый свет. Я не знаю, сколько можно это все говорить на ютубе, но этот человек, он болен вами, да, по-другому и не скажешь. У человека напрочь в присутствии вас отсутствует тяга к самосохранению, да, то есть инстинкт выживания у него просто отключается. Он готов идти за вами, куда бы вы его ни повели, хоть, не знаю, там в холод, хоть в жар, хоть в воду, хоть в болото, хоть в брод, вот лишь бы за вами, лишь бы видеть вас, лишь бы видеть вашу улыбку, ваши глаза и вот слышать от вас очень приятные, добрые сердцу слова, типа вот я тебя люблю, давай, пойдем со мной. Я не знаю, какие у вас отношения, может быть, вы не рядом, может быть, вы только в начале ваших отношений, либо между вами есть какие-то расстояния, препятствия, но у человека сейчас такое желание, вот знаете, прям бросить все, послать всех и быть именно с вами, любить вас, наслаждаться вами, растворяться в вас. Понимаете, вот любой, кто станет между вами, станет его жертва, да, это будет последнее действие, которое совершит тот человек. Но ваш любимый, он не в состоянии бороться с обстоятельствами. Вот обстоятельства, они же неощутимые, да, это же не конкретный человек, это же нужно искать концы, это нужно искать возможности. Вот на это он не готов. Он готов сидеть, он готов мечтать, он готов конкретному какому-нибудь сопернику в глаза сказать, что вот уйди с дороги, если не уйдешь, то я тебя поколочу, да, например. Очень ревнует, и он ревнует, кстати, вас не только к другим мужчинам, но может ревновать к членам семьи, то есть к подругам, к родителям, к детям. Вот эта ревность, она глупая, он это понимает, что это глупо, но она его уж слишком задевает. Она его даже задевает больше, чем, например, ревность к другому мужчине. Особенно, когда вы с кем-то особенно добры, ласковые, и либо вы о ком-то думаете, и вот им говорите, там, нужно пойти там, детям купить, не знаю, там, подарки, новую одежду, игрушки. И вот он начинает, думать, господи, что ж такое, да? Как же так? А я, кто же купит мне, кто же обо мне позаботится, опять дети. То есть, понимаете, настолько он эгоцентрист в этом плане, настолько он собственник, что он даже готов ревновать к детям. Даже к собственным детям он может ревновать. Так что мужчина непростой. Мужчина очень странно показывает свою любовь. Скорее всего, он ее либо не показывает, либо показывает себя немного более таким холодным и равнодушным человеком. Человек может спорить с вами, человек может с вами ругаться. Есть у него такой момент, что он может на вас выкидывать вот свой негатив. То есть он может обижаться на кого-то, вы попали под горячую руку, он выкинул на вас. Он считает, что это очень хорошая профилактика, чтобы вы там не зазнавались и чтобы вы вот прям не считали, что можете с него веревки видеть. Он, кстати, очень боится этого момента, я уж не знаю почему, очень боится, что вы будете с него там что-то где-то видеть.
боится быть подкаблучником, либо боится выглядеть подкаблучником. У него может быть какие-то друзья, которые ему постоянно на эту тему что-то там заливают и говорят, да, что там Петя, Вася подкаблучник, какой позор, ха-ха-ха, да. И вот он думает, нет, я никогда не стану как Петя, никогда не буду как Вася. Хотя у него есть, вот вы не могли замечать, что у него есть тяга к тому, чтобы им управляли, да. То есть подкаблучники у нас же кто? Люди, которые находятся под управлением. Они сами ничего не хотят делать, не хотят принимать решения, они вот ждут, пока им женщина даст указания, делать то, либо сделать это. На самом деле вот он такой слабенький в этом плане. Отсюда такие бурные эмоции. То есть человек не понимает, что нужно быть сильным, мощным и завоевывать свою женщину. Он почему-то считает, что все должно случиться само по себе. А главное, чтобы никто там лишний не мешал вам и вашим отношениям. На что он готов ради вас? Ну, вы знаете, он готов отдать свою жизнь, да, но при этом не готов помыть ради вас посуду, либо убраться в дом. Либо если он это будет делать, то с такой недовольной миной, либо там... Ему проще купить вам посудомоечную машину, чем действительно там за собой чашку сполоснуть. Человек контрастов. Я не понимаю, кто это. Если хотите, напишите в комментариях, но он очень странный. На мой взгляд, очень странный человек. Он капризный, понимаете, он не готов исполнять ваши капризы, но при этом он очень обижается, если вы не исполняете его. Человек может, еще раз говорю, да, он может на вас сорваться, где-то вам нахамить, нагрубить, при этом, если вы к нему предъявляете законные претензии, то он лучше там убежит и спрячется, либо с вами поскандалит на эту тему. Человек, который не жалеет себя, который готов, я не знаю, там, полмира ради вас обойти и с неба звездочку достать, он не может делать каких-то обычных банальных бытовых вещей. Ему может быть даже, кстати, жаль тратить на вас деньги, то есть он может не дарить вам подарки, там, цветы может не дарить, может быть там не давать вам деньги там, на маникюр, на шпильки, на косметику, на одежду, либо давать скудно мало. При этом он говорит, я клянусь ради тебя, ради там, семьи, я там, не знаю, на войну пойду, да, буду родину защищать, либо там себя отдам на органы, лишь бы вы там жили хорошо. Человек очень странный, и я, смотря в этот песок, я не понимаю, здесь очень противоречивая идет ситуация, как будто бы у него внутри него два человека, либо два подхода, либо два пути на реализацию его чувств и эмоций. Он как будто бы двуликий идет человек. Может быть еще момент такой, что человек, когда выпьет, и может быть я сейчас именно попала в тот момент, когда он выпивший. И вот я считываю половинку его каких-то пьяных там соплей и разговоров о любви. А его реальная сторона, она более жесткая и более прагматичная. Так тоже может быть. Вы не обижайтесь, и я, может быть, переделаю это гадание, но в этот момент, когда вы смотрите, у человека явно какое-то измененное сознание. То есть, конечно, вот такой подход, что типа я там готов себя на куски порезать, лишь бы моей семье было хорошо, моей любимой женщине было хорошо, это не подход здорового человека, ну, адекватного, да, психологически здорового. Здесь что-то не так. Поэтому, мои дорогие, возможно, он выпил, возможно, он сейчас находится в каком-то, ну, раздрае, либо наоборот, он на веселе, либо он под каким-нибудь, не знаю, адреналином находится, то есть запросто может быть. Этот человек, он не хитренький, но он сложный. Вот у него какие-то вот сложные отношения не только, например, с людьми, но и с самим собой. Ему очень часто приходится договариваться с самим собой, потому что у него вот как бы есть его подсознание и есть его разум. И постоянно вот спор происходит, что нужно, что не нужно, как нужно. Человек — загадка. Сегодня он может быть самый нежный, самый добрый, самый ласковый, а в завтрашний день он идет такой весь скрипучий, колючий, словно такой, знаете, озлобленный ежик. И этот человек, он еще будет меняться. Я вижу, что ему еще предстоят метаморфозы. И я вижу, что он нуждается в том, чтобы его направляли. Смотрите, как это все происходит. То есть вы ему задаете вектор направления, он от него отказывается. На самом деле он за него хватается, как за спасительную веревочку. Он сам запутался, он в тупике, он не знает, куда идти, он не понимает, куда ему двигаться. Но при этом он не желает раскрывать свою подноготную и говорить, что да, я попал, я пропал, и у меня проблемы. Нет, это не его путь, он будет строить до последнего мужика. Но при этом, еще раз говорю, да, если
зайдет за дело, и действительно нужна будет какая-то жертва от него, вот поверьте, этот человек пожертвует. Причем ну, без лишних каких-то, может быть, слов, без лишних вопросов, он может даже сделать это тайно. В этом плане как бы вы можете быть в нем уверены. Но то, что он противный на характер и злой на язык, это тоже никуда не деть. И это я вижу. И, возможно, кто-то вот слушает мои предсказания и думает, да ерунда, он такой злой, он такой противный, что никогда он ничего для меня, там, для семьи хорошего не сделает. А я вам скажу, нет, сделает, и даже, может быть, в будущем как-то вас неожиданно удивит. Он уже что-то готовит для вас, либо для вашей семьи, но он это тщательно скрывает. У него, может быть, чего-то не хватает, да, и он будет это добирать, дорабатывать. Этот человек может даже, ну, извините, украсть, да, украсть для вас, для семьи, совершить какой-то постыдный поступок, да, но он себя оправдывает, что он это делает во имя любимой женщины и во имя своей семьи. Но чего он не может, например, сделать, это отказаться от своей прошлой жизни, да, может быть, там, от прошлого брака той женщины, которая там над ним властвует, либо от мамы, да, родственников, семьи. То есть он им считает себя должным, да, что я должен. А те вещи, кстати, он от вас может и скрывать. Вы можете удивляться, куда делись деньги, а деньги, например, он потратил на свою маму, либо на свою бывшую, либо на своего ребенка. При этом он молчит как партизан, он даже может такую бучу сделать, да, чтобы поругаться с вами накануне, чтобы вы лишних вопросов ему не задавали. Мужчина однозначно очень сложный вышел, непонятная личность, но вот поверьте, он еще себя покажет. Незрелый, не сформировавшийся, но я вижу, что он очень нуждается в вас. И если вы будете его направлять, если у вас хватит выдержки и терпения, то из этого мужчины выйдет толк в будущем. И вы еще будете очень горды им и довольны тем, что вы его не бросили, что вы ему не отказали, что вы его вытерпели. Мои дорогие, на этом все. Отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.